Меня зовут Габанов Федор. Я ученик 6 класса Коми национальной гимназии. Я хочу вам рассказать о своем прадедушке Ростропове Александре Александровиче. Ростропов Александр Александрович родился 1 июля 1920 года. Умер 3 июня 2003 года. Закончил 7 классов образования. 15 сентября 1940 года был признан годным к строевой службе. 10 октября 1940 года принял военную присягу при 269-м корпусном артиллерийском полке. С начала войны, с июня 1941 года, был на фронте, уволен в запас 19 июня 1946 года. 27 июля 1941 года под Ростовом был тяжело ранен в правое плечо. Потерял много крови, везли на братскую могилу. Случайно обнаружили, что дышит. Отправили в госпиталь в Краснодарский край. Осколки из ключицы достали, но не все. Последнее, что помнит перед ранением, что стоял и отстреливался за березкой. Говорит, что березка спасла ему жизнь. После войны осколки дедушка пытался достать самостоятельно. Один осколок ему удалось самостоятельно вытащить, а второй помогла ему вытащить его дочь. Тяжелое воспоминание деда было о том, как выходили из окружения. Дороги все разбиты, грязь по колено. Лошадь, которая тянула орудие, упала и умерла от голода. Пришлось самим тянуть орудие. Ели ягоды, траву, грибы. Кто не разбирался в грибах, собирали поганки, поэтому было много отравлений. В одежде у всех солдат были вши. Когда была возможность, одежду полоскали в воде. Но одежда не успевала высыхать между обстрелами. Надевали сырую форму и шли в бой. Некоторые солдаты замачивали одежду в керосине. Но в такой одежде к костру не подойдешь. От малейшей искорки солдат вспыхивал и горел, как факел. Когда шли через Украину, было не так голодно, было много вкусных груш. Еще тяжелое воспоминание деда об выступлении через Днепр. Немцы никого в плен не брали, всех расстреливали. Переправлялись через Днепр кто как мог, на плотах, на лодках, вплавь. На кровь приплыли большие рыбы, возможно, это были самы. Рыбы разрывали людей на части, от этого вода становилась красная от крови. Остаться на берегу значит быть расстрелянным, зайти в воду значит быть съеденным или убитым. Я выплыл. Сейчас я вам хочу рассказать о наградах, которые мой прадедушка получил на войне. Мой прадедушка получил медаль за отвагу, за оборону Кавказа и за победу над Германией. Сейчас на руках у меня находится медаль Жукова, орден Отечественной войны и орден Славы Третьей степени. Орден Отечественной войны им награждали солдат, совершивших подвиги на войне. В послевоенные годы жил на станции Семигородье. Работал на заготовке леса. В трудовой книжке у него исписаны все страницы. Первая запись была сделана в 1946 году, за что наградили фуфайкой. Когда переехал в Сыктывкар, женился на девушке Вале. У них родилось 5 детей. Рассказывать о войне сам не хотел. Говорил, что все помнит и что вспоминать очень тяжело. После войны он никогда не заходил в воду и никогда не рыбачил. Я хочу сказать, что война – это очень страшное событие для каждой страны. И для каждого человека, который участвовал в нем. Многие люди не вернулись после войны, а тем, кому повезло, до сих пор вспоминают эти события, но им очень больно. Я не хочу, чтобы война не повторилась.